Прямой эфир телеканала «Якутия-24». Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Здравствуйте, смотрите сегодня. Осторожность стоит жизни. Меры безопасности для людей на воде усилят в республике после трагедии на реке Лени. Местное, свежее, доступное. В Жатае на территории хозяйства М открыли ярмарку свежей сельхозпродукции. Знак качества. В Якутии выбирают лучшие товары и услуги. Сюжет о ходе конкурса. Выбор будущего. Выпускники школ заняты поиском и поступлением в учебные заведения. Сюжет из Алдана. Как дела в Алмазном крае? Обзор новостей событий Мирнинского района. Меры безопасности для людей на воде усилят в республике после трагической гибели 7 человек на реке Лени. Как заявил первый зампред правительства Алексей Колодезников на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям, необходимо активизировать профилактические рейды МЧС, ГИМС и администрации на местах. Напомним, накануне на несанкционированном месте купания вблизи острова Пономарев в Якутске утонули 3 ребенка и 4 взрослых. Нам нужно сейчас особое внимание уделить местам, где не санкционированы места купания. Думаю, что вот те меры, которые мы примем дополнительно, они должны, в принципе, снизить гибель людей. Но я обращаюсь, чтобы все-таки граждане очень внимательно вели себя на водных объектах. Как на реках, так и на озерах. Особенно сейчас, когда высокая температура. По случаю трагической гибели людей на воде в Якутске возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам». Расследованием занимается следственно-оперативная группа. В связи с наличием большого количества жертв произошедшего, а также для проведения комплекса следственных действий, осуществление которых не представляется возможным в рамках доследственной проверки, было принято решение о возбуждении уголовного дела. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается. В Якутском городском суде огласили приговор супругам Левадным. Мужчина и женщина признаны виновными в незаконном лишении свободы гражданки Филиппин Ракель Фаброс де ла Крус. Кроме этого, бывший замначальника отдела экономбезопасности и противодействия коррупции Александр Левадный признан виновным в превышении своих должностных полномочий. Ну а Кристину Левадную оправдали по статье «Организация незаконной миграции». Левадный приговорен к 5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. Его также лишили звания подполковника и права занимать должности в правоохранительных органах в течение 2 лет. Ну а Кристина Левадная получила 4 года условного лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Судья добавил, что подробности приговора будут озвучены в пятницу. К другим новостям. Арктическую навигацию в республике откроют примерно в 20-х числах июля. Всего по арктическим рекам планируют доставить 338 тысяч тонн угля. Отгрузка с угольного разреза Джибари-Кихая началась уже 6 дней назад. Об этом сообщили сегодня на брифинге Госкомобеспечения Якутии. Также отдельным вопросом повестки был ледоход. Он в этом году прошел благополучно. Благодаря применению своевременных превентивных мер ущерб почти нулевой. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Лепчиков. Кроме того, не оставили без внимания ситуацию по лесным пожарам. Сейчас их в республике 15. Более острая ситуация с этим в Верхоянском районе. По этому поводу Госкомобеспечение разработал новые методы борьбы с огнем. Это и оснащение системами в пунктах, и использование пиростикеров, плоских огнетушителей и многие другие меры. Думаю о том, что если каждый человек будет понимать о том, что он ответственный за сохранность природных богатств, это самый эффективный способ. Мы принимаем нормативно-правовой акт, где утверждаем перечень населенных пунктов, это в этом году более 320 подверженных угрозе лесных пожаров, где
Мы проводим целенаправленную работу совместно с этими администрациями. Также лесной пожар на 14 тысяч гектаров действует на территории села Баханай в Жиганском районе. В связи с ухудшением ситуации сегодня туда вылетела дополнительная группа спасателей в составе 11 человек. Уточняется, что на пути пожара есть естественные преграды в виде ручьев. Сообщается, что администрации района и Минэкологии республики постоянно наблюдают за динамикой огня. Ситуация, сообщается, находится под контролем. Много работы и у пожарных, работающих в жилых секторах и территориях населенных пунктов. Сюжет из Ленского района. Этот ритуал повторяется каждое утро. По одну руку начальника части стоит вчерашняя смена, по другую – сегодняшняя. В 8 часов утра сбор личного состава, построение и доклад старшего смены о проделанной работе. После окончания смены домой никто не уходит. Минимум час потребуется на проверку оборудования и пожарных машин. Начальники караулов идут на развод к начальнику части. Там сменяющийся начальник части говорит о проделанной работе за смену, выезда, какие были. Все, заступающему начальник части ставит указания на дежурные сутки. Также, если нет никаких выездов, соответственно, занимается по распорядку. В ожидании сообщения об очередном возгорании сотрудники не сидят на месте. Теоретические занятия – обязательный элемент работы. Время на отдых тоже находится, но здесь это понятие относительное. Свободное от основной работы время пожарные совершенствуют свою физическую форму, занимаются в спортзале. Нужно каждую секунду быть готовым к команде диспетчера. После сообщения о пожаре начинаются действия, точенные до совершенства. Надеть боевую форму, добежать до машины и отправиться на вызов. Нормативы сбора и выезда до тревоги – 1 минута. Ну, к руку уходит это шлем пожарного, непосредственно куртка пожарного. Ну, все это называется боевая одежда пожарного. Ремень, топор, кряги пожарные и сапоги. Но есть еще индивидуальные средства защиты. Орган дыхания – это вот аппараты, но они сейчас все после приемки, получается, лежат в укомплектованной машине. Эти люди не любят играть с огнем. Они привыкли с ним бороться. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Они готовы обеспечивать наше спокойствие. Марина Крутихина, Олег Соснин, Сергей Счастный. Телеканал «Алмазный край». Далее обзор новостей и событий Мирнинского района рассказывает Марферина Алексеева. В эфире новости Мирнинского района. Здравствуйте. Проведена внеплановая проверка в нефтегазодобывающих организациях Иреляхская и Восточная Сибирь. Составлены административные протоколы за нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. Если точнее, за негативное воздействие загрязнения лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления, совершенные на особо защитных участках в лесопарковом зеленом поясе. В конце 2020 года через реку Малая Бутобия будет возведен мост, соединяющий Мирнинский и Сунтарский районы. Макет моста был представлен в июне на инвестиционном форуме «Западная Якутия. Новые возможности». Двухполосный мост длиной почти в 192 метра будет построен в 1157 километре автодороги Вилюй. Общая стоимость проекта составляет почти 1,5 миллиарда рублей и финансируется из средств федерального бюджета. Строительство ведется специалистами ВОС «Сибспецмонтаж». В ходе работ подрядчику предстоит также устроить подъездные асфальтированные пути к мосту. В настоящее время возведен строительный городок для работников. Идет отсыпка береговой территории, работает буровая установка по забивке свай моста. Инспектора ГАИ и ребята с летних лагерей провели совместную акцию. Ребята нарисовали листовки и плакаты о том, какие правила нужно соблюдать в жилых зонах, чтобы не попасть в ДТП. Вожатые озвучили и нарисовали изображения с самыми распространенными ошибками, которые совершают как пешеходы, так и водители при движении во дворах. Нельзя прятаться за машины, проходить близко к стоящему автомобилю, особенно сзади. Нельзя самостоятельно вытаскивать закатившийся под машину мяч. А водители должны снижать скорость до 20 км в час и уступать дорогу пешеходам. Это основные правила, которые, несмотря на свою актуальность в летний сезон, ежедневно нарушаются. В конце мероприятия ребята раздали листовки с актуальной информацией водителям.
20 июля в 12 часов на стадионе «Триумф» пройдет тестирование по выполнению видов испытаний «Готов к труду и обороне», посвященный празднованию Дня города. Принять участие могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте gto.ru, при себе иметь уникальный идентификационный номер, медицинскую справку и документ, удостоверяющий личность. Заявки на участие подаются за 3 дня до прохождения тестирования в отдел физической культуры и спорта города Мирного. А на этом пока все. До новых встреч в эфире. Сейчас короткая пауза. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами и смотрите далее. Местное, свежее, доступное. В Жатае на территории хозяйства Григория М. открыли ярмарку сельхозпродукции. Знак качества. В Якутии выбирают лучшие товары и услуги. Сюжет о ходе этого конкурса. Выбор своего будущего. Выпускники школ заняты поиском и поступлением в учебное заведение. Сюжет из Алдан. Якутия-24. Программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. В Жатае на территории крестьянско-фермерского хозяйства Григория М. и его сына Артура открыли ярмарку свежей сельскохозяйственной продукции. Там можно купить помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, зелень по доступным ценам. В гостях у известных фермеров побывал наш корреспондент Денис Тишин. Вот растет тыква. Есть тыква уже крупная, значит, она где-то через неделю поступит на прилавок. Агроном крестьянско-фермерского хозяйства Венера Ким с гордостью показывает и рассказывает о сельскохозяйственных культурах, которые растут на огромном поле. Здесь традиционные овощи, такие как картошка, капуста, помидоры, огурцы и зелень. Но есть и довольно экзотические для Якутии плоды – кукуруза, тыква, дыня и арбуз. Многие не верят, допустим, даже в других городах не верят. Как в Якутске может вырасти арбуз? Мы показываем, вот он, пожалуйста, растет. Крестьянско-фермерское хозяйство Григория М. и его сына Артура снабжает своей продукцией жителей столицы и близлежащих населенных пунктов. Территория хозяйства занимает сейчас площадь более 200 гектар. А ведь когда-то все начиналось с одной единственной теплицы. Крестьянское хозяйство М работает очень давно. И М. Григорий Федорович добился своего. Он доказал, что на якутской земле растет все, только надо потрудиться. Чтобы получить хороший урожай, используются различные технологии, например, система капельного полива. Благодаря этому вода подается равномерно прямо к корням. Наибольшую площадь в хозяйстве занимает капуста, порядка 70 гектар, и картошка – 60 гектар. Арбузы занимают около 15 гектар земли, кукуруза – 8. В крестьянско-фермерском хозяйстве Григория М. любой желающий может выбрать себе продукцию прямо с поля. Кабачки, огурцы, помидоры и баклажаны. И, конечно же, свежайшая зелень – сельдерей, петрушка и мята. Какой запах! По соседству с сельхозугодиями открылась ярмарка. Здесь представлена продукция не только крестьянско-фермерского хозяйства М, но и других предпринимателей-фермеров. Я на пенсии была, вот. И занялась этим. Теперь мне даже интересно. Узнаешь очень много нового. А вот цветы – это первый год. Но на следующий год, если я займусь, конечно, этим, это будет намного у меня, как сказать, лучше. Цветы гвоздики 3 видов. Гвоздика шабо, китайская гвоздика и турецкая гвоздика. Еще вербена. Некоторые покупатели специально приезжают на ярмарку из Якутска, чтобы купить свежие овощи и зелень по доступным ценам. К примеру, килограмм огурцов или кабачков здесь стоит всего 50 рублей. Покупаем огурцы, помидоры. Нравится местная продукция. Крестьянская ярмарка только начинает свою работу, поэтому с каждым днем ассортимент сельскохозяйственной продукции будет только расти. Уже совсем скоро на прилавках появится аппетитная тыква и арбузы. Денис Тишин и Григорий Николаев, Якутск. В Якутии выбирают лучшие товары и услуги. В 6 номинациях республиканского одноименного конкурса экспертам предстоит дать оценку товарам и услугам. Конкурс стартовал еще 1 июня, но заявку для участия все еще можно подать на сайте Министерства предпринимательства до 29 июля. Сюжет Саргаланы Федоровой.
Смело заявить о качестве и безопасности своей продукции могут местные товаропроизводители. Такую возможность дает им конкурс «Лучшие товары Якутии». Претендовать на знак качества могут как крупные производители, так и индивидуальные предприниматели. Семья Мамонтовых становилась победителем конкурса не единожды. Они развивают косторезное искусство, работают и на экспорт. Когда продажа идет, например, вот Харбин Экспо, да, а там мы выставляем. Народ с толпой идет. Они хотят купить. Они удивляются. Оказывается, у вас в вечной мерзлоте очень много костей. Отличник качества. Этот почетный знак получила рыба чир холодного копчения. В прошлом году она вошла в список 100 лучших товаров России. Компания-производитель коптит рыбу натуральным методом, без использования жидкого дыма. Пока не работаем за пределами Якутии, только в Якутии. А так ездим на ярмарки, на выставки, каждый год ездим. Наш регион силен в продовольственных товарах. Каждый год в этом сегменте конкуренция очень высокая. Мясная, рыбные продукции, напитки получают немало наград и в российском этапе конкурса. Тем самым подтверждают высокое качество. Всероссийского признания удостоился и квас от местных производителей. Напиток проходит строгий контроль от начала получения сырья до конечного продукта. Его производят по технологии ржаной варки. Получают 3 разных вида. В ближайшем будущем мы планируем, конечно, поставки в Китай, потому что китайские, скажем так, крупные сети интересуются продуктом. Дело в том, что он у нас экологически чистый. То есть мы никаких консервантов, стабилизаторов не добавляем. В этом году о себе заявят новые наименования продукции. Оценку товары проходят по целому комплексу характеристик. Оценка товаров осуществляется по действующим нормам в соответствии с ГОСТом и РОСТом. Центр стандартизации осуществляет оценку данных продукции, осуществляет выезд на место производства и на саму продукцию. Заявки на конкурс можно подать на определенный вид продукции или на одну ассортиментную группу однотипных товаров под единым наименованием. Победители выдвигаются на федеральный тур всероссийского конкурса для получения знака «100 лучших товаров России». Знак дает право предприятиям маркировать им свою продукцию. А это дополнительное конкурентное преимущество, которое помогает выйти и на международный рынок. Саргалана Федорова, Григорий Николаев, Григорий Охлопков, Якутск. Выпускники школ заняты выбором учебного заведения. К примеру, в Алдане приемные комиссии местных вузов уже приняли половину от запланированных студентов, но поток от этого меньше пока не стал. Особой популярностью пользуются техникумы и колледжи. Почему, выяснял Руслан Павлов. Лето – жаркая пора для абитуриентов. И риторический вопрос, куда пойти учиться и на какую специальность подать документы. Спектр предложений велик, но хочется, чтобы эффективно и поближе к дому. Алданский политехникум был и остается кузницей кадров для промышленности района и республики. В основном сюда идут учиться местные мальчишки и девчонки. Однако с этого года появился новый нюанс в работе. В этом году действует договор о сетевом взаимодействии с Якутским индустриально-педагогическим техникумом. Это новая министерская программа для привлечения местных кадров в промышленность. И одна группа техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта набирается именно первый курс на базе этого колледжа. И на втором курсе они приезжают к нам. То есть это будут уже не местные кадры, это будут якутские ребята. Последние годы спрос на среднеспециальные учебные заведения вырос. Проходной средний балл аттестата при поступлении приблизился к 4. Молодые люди стали прагматично мыслить. Необходимо получить профессию, чтобы начать зарабатывать и устроиться в жизни. А техникум в данной ситуации – оптимальный вариант. Почему ты решила пойти дальше учиться после 9 классов? Чтобы получить профессию и пойти работать. Уже тут сразу может специальность получить. Ну, вот это вот все. А на какую специальность? Я механик, автомеханик. Традиционно техникум предлагает обучаться по специальностям, востребованным на рынке труда. Студенты проходят практику на местных производственных предприятиях, а выпускники пополняют ряды их работников. Наши выпускники работают в 12 субъектах Российской Федерации. Это по данным Пенсионного фонда Российской Федерации. Что касается трудоустройства по специальности, то из выходящих на рынок труда наших выпускников практически 90 и выше процентов трудоустраиваются именно по специальности.
До завершения работы приемной комиссии техникума еще месяц, а желающих здесь учиться лишь прибавляется. Да и не мудрено. Алданский политехникум имеет хорошую материально-техническую базу и за всю историю выпустил массу выдающихся людей, которые внесли вклад в развитие района и Якутии в целом. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. В Якутии в Алмазном крае впервые развернулся самый известный в России военно-патриотический лагерь «Вымпел». Ребята со всего Мирнинского района примерили на себе форму, решив испытать, что такое служба в вооруженных силах. Подробнее Марфирина Алексеева. Этот летний лагерь не похож на все остальные. Вместо вожатого – офицеры и спецназа. Вместо зорницы – уроки выживания. Движение растет. Держу. За время смены участники будут жить в палатках, выживать в экстремальных условиях, встретят ветеранов Великой Отечественной войны, пройдут такие дисциплины, как огневая подготовка, топография, основы маскировки, самооборона, нравственное воспитание и оказание помощи пострадавшему. Лагерь организовала администрация района совместно с военно-патриотическим центром «Вымпел». На протяжении 3 лет сотрудничества дети района получали путевку в летние лагеря центра, проводимые в Центральной России. В этом году «Вымпел» впервые организовал летний лагерь в Якутии. Есть проблема с детьми в летний сезон, конкретно с детьми, которые стоят в различных видах учета, которые требуют особого подхода. Да, и вот мы решили совместно с управлением социальной политикой, что у них там планировался грант, что попытаемся реализовать даже в этом году. То есть мы как бы не планировали, что будет так все в этом году реализовано, планировали еще пару лет там как бы пособирать информацию, подготовить людей. Центр «Вымпел» на протяжении 25 лет организует патриотические лагеря практически во всех федеральных округах России. Программа обучения проходит по методике подготовки бойцов спецподразделения, адаптированная под детский возраст. Главная задача – сплотить детей, воспитать в них чувство защитника Отечества. Начиная чувствовать себя командой, они чувствуют плечо друга, что, к сожалению, сейчас для них редкость. Они учатся доверять друг другу и побеждать себя. И дети в тех конфликтах, которые происходят сейчас, действительно гибнут. Гибнут, потому что не знают, как помочь себе, как помочь своим близким. И чувство локтя, чувство дружбы, то чувство, когда ты достигаешь каких-то высот, оно не обязательно в военной сфере. Служить Отечеству, защищать Отечество можно не только в армии. Всего в лагере 25 ребят. Среди них есть 2 девочки. Вообще, я думала, что я буду одна, но я все равно силами не падала. Я очень рада, что со мной есть еще кто может со мной пообщаться из девочек. Вот. И мне очень понравилось, что нас всего 2 и комната, сама палатка всего на 2. Я хочу узнать, на что я способна и смогу ли я вообще выдержать. Когда я узнал, я так обрадовался, что такое место есть. Во-первых, я могу похудеть, во-вторых, то, что я когда в армию пойду, мне не так уж будет трудно. И в-третьих, я могу защищать свою родину. Отличившиеся стойкостью ребята после окончания работы лагеря получат васильковые береты президентского полка. Помимо беретов, некоторым ребятам предоставят 3 путевки во всероссийский детский лагерь «Океан» на смену под названием «Дальневосточный рубеж», который пройдет осенью этого года в городе Владивосток. Марфирина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирнинский район. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на Якутии 24. Будьте всегда в курсе. До встречи.